Она сложной стала не сегодня, не вчера, не позавчера. Вот передо мной лежит история, да, вот дефицита, который складывался аж с 2012 года, когда мы запрашивали небольшие перетоки, потом все пошло по нарастающей. Сегодняшний наш дефицит, реальный дефицит потребления для Абхазии составляет порядка 1 миллиарда киловатт-часов. Разумное потребление, если была бы экономия, была бы дисциплина платежная, было бы все как бы в рамках закона, сегодня Абхазия потребляла бы, я думаю, 1 700 000 1 800 000 киловатт в год. Значит, такой уровень потребления — это в первую очередь из-за халатности отношения к нашему главному, основному ресурсу, энергоносителю, которого альтернативы у нас в стране не существует. Все мы завязаны на электроэнергии, абсолютно все наши процессы. Вот. Но в то же время, наряду с этим мы видим, это как бы если спроецировать, как во двор заходим, открытый кран, вода течет 24/7. Вот такое же отношение, когда бесплатная электроэнергия, когда люди не платят за нее, естественно, относятся к этому ресурсу небрежно. Вот. Значит, смотрите, в течение 10 или 12 лет тариф на электроэнергию не пересматривался. Оставался на уровне 40 копеек. Все это время мы шли за счет железа, так называемого, за счет амортизации нашего электротехнического блока. Вот. С 2021 года, если когда-то рассчитывался тариф, там рубль 20 считался оптимальным, да, то с учетом повышения цен практически на все комплектующие, электротехническое оборудование, сегодня тот тариф, к которому, допустим, стремимся или который определен, может быть, в какой-то мере он перекроет сегодня нашу потребность. Это те деньги, за счет которых, которые позволят системе не разваливаться дальше, поддержать на каком-то уровне и заложить небольшое развитие.